Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Совсем скоро, что вас по-настоящему удивит и что вас порадует. Давайте посмотрим на ближайшие события. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какая птица. Птица красивая, летит вправо, летит к вам, летит низко. Но точно какие-то новости счастливые получите. И радостные, и счастливые, одобрительные, положительные. Вот прям не ждете. Не ждете, вы тут какими-то предметами жонглируете. Очень сосредоточены на процессе. Я так понимаю, ничего такого не ждете в свою жизнь. И, конечно, охнете, да, когда эта птица к вам прилетит. А птица, смотрите, на крыльях вам что-то несет. Не просто слова, тут что-то конкретное, да, что можно в руках подержать, пожмакать, да, может и на вкус попробовать, может посылка к вам летит, да, везет кто-то вам посылку, может передачка, может быть, как сказать, какой-то заказ. Да, кто-то на ваше имя заказал. Но вот что-то летит в вашу сторону, летит уже низко. То есть буквально вот-вот вы и получите. Вот-вот, несколько дней, там, несколько суток. Вот. Будет вам радость, будет вам праздник, будет вам удовольствие. А у кого-то еще может отыграться как какие-то важные там справки, документы, что-то придет. И тут прям совсем другая картинка в жизни. И жонглировать больше не надо. И стараться больше, ну не то чтобы стараться, а напрягаться, да, не стараться, а напрягаться, неправильно сказала. Слушайте, многое для вас поменяется. Птица уже рядом, видите? Буквально со спины залетают к вам. Дальше показывают мужчину. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Наверное, не очень хорошо, а может и наоборот очень хорошо. У мужчины на вас глаз горит. Вот. Горит, причем ясно, ярко, четко. Вы кому-то очень сильно понравились, и этот человек решил действовать, решил поближе с вами познакомиться, приударить за вами, поухаживать. И вы знаете, этот человек, он очень симпатичный. То есть на него женщины внимание 100% обращают. У человека вполне себе прекрасная репутация, чистая, незапятнанная. Человек свободен, то есть может себе позволить, да, как честный мужчина, поухаживать за честной женщиной. Слушайте, тут такое начнется. Люди, которые вас окружают, буквально как будто бы вместе с вами это все будут проживать. Я так понимаю, что очень многие будут там болеть, многие будут пытаться ускорить ваши с ним, скажем так, романтические начинания. Вы очень сильно удивитесь, даже вот как раздражение пойдет. Вы скажете, как так? Это за мной ухаживают, не за вами. Да почему мне тут все время лезете со своими советами? Прям впихиваете меня в эти отношения. Я не знаю, я должна присмотреться, что это за мужчина такой. Толку, что он симпатичный, толку, что у него там репутация незапятнанная. Слушайте, и смех, и грех, да? То есть буквально ваши подружки, либо ваши родственницы заставляют вас отвечать взаимностью, там, ходить на свидания, буквально там вас наряжают все вместе, дают вам советы, там, нравоучения всякие. Прям немножко будет раздражать. А мужчина, кстати, очень неплохой. И, кстати, да, завидовать вам могут из-за этого мужчины не ваши подружки, не ваши родственницы, а завидовать могут просто какие-то другие женщины, которые, возможно, в свое время пытались сблизиться с этим мужчиной, а он всех их послал, да? Никого из них не выбрал, а выбрал именно вас. Да, у кого-то начнутся отношения, по крайней мере, ухаживать за вами этот мужчина станет, как там будет дальше, я не вижу.
Но, с одной стороны, удивление, что да, он выбрал вас, потому что к себе вы как-то очень скептически относитесь. И тут же раздражение. Почему? Потому что ваши эти подружки либо родственницы там пытаются быстрее вас выдать замуж, да? Ну, либо чтобы вы там в отношениях были. Прям такие, вот как будто бы это у них отношения. Будут вас тут красить, наряжать и давать вам практические советы. Слушайте, а у мужчины вообще мысли такие: остепениться, жениться. Видите, о 2 кольцах думает. Но смотрите, как четко показали. Одно кольцо большое, а другое поменьше. Знаете, вот как по классике, да? Он ищет в отношениях себе женщину-жену, подругу, но не ровню, да? То есть не будет такого, знаете, как сейчас модно, 50 на 50, да? Такого не будет точно. То есть большое кольцо — это его, то есть его зона ответственности, она намного шире, чем ваша. То есть он и зарабатывает, и защищает, он и добывает, и там, не знаю, строит, все делает, да. А то, что ваше, это там, ну, не знаю, покушать, приготовить, там, за домом поухаживать, за ним поухаживать. То есть намного меньше. То есть правильные мысли у мужчины в голове. Хотя, возможно, некоторые из вас, наоборот, хотят быть независимыми, самостоятельными и в равных отношениях. Ну, здесь именно классический мужчина. Если вам понравится, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Если не понравится, ну, не мучайте себя. Когда-нибудь и ваш придет, да, который вам вот полностью с головы до ног понравится. И мысли, и действия, да, и притяжение появится. Ну и как бы, да, подружек тогда не особо слушайте, потому что, ну, это же не им с ним жить, а вам. А если сердце не лежит, то почему вы должны соглашаться, да? Не заставляйте себя. Так, и еще показывают какую-то справедливость, которая как была украдена, что-то было сделано. Я поняла, это, скорее всего, не украдено, а нечестным путем, да? Нечестный путь, сговор, кумовство, взятки, может быть, какие-то, да? Что-то вот случилось, и оно было максимально нечестное и несправедливое. Ну, люди постарались, кому надо, там, подлезали, занесли, подарили, ручку позолотили. И, ну, как бы ситуация несправедливая для вас. И вот смотрите, эти люди, уже время прошло, да, тут время прошло, уже все как будто бы забылось. Вы как будто бы смирились с тем, что случилось. Может быть, вы всего не знали, вы могли лишь только догадываться, да, что нечестно. Нечестное решение, нечестный там какой-то приговор, нечестное назначение. Время прошло. А теперь пошел откат. И я вижу, что здесь люди будут огребать, вот прям по шапке будут получать. И это не один человек. Тут и кто давал, и кто брал, и кто рядом стоял, делал вид, что не замечает. То есть очень много людей будут отвечать, их притянут, да. И эти люди будут друг на друга вот так вот пальцами. Типа не я, это он, это она. Тут такое повылазит, и повылазит даже события, не знаю, там, 10-летней давности. То есть просто буквально вот вся подноготня поднимается на поверхность. Здесь так будет интересно за всем этим наблюдать. Каждый день буквально, а может быть и каждые полдня открываются такие новые факты. Прям народ будет гудеть. Вот кто рядом с этой темой, в этой теме находится, прям все будут гудеть, потому что очень много всего раскроется. Там такие имена будут звучать, там такие личности. В общем, окажется, что ну, где-то больше, чем 50% добились, получили нечестным путем. Да? Должности, зарплаты, каких-то бенефитов, этих помощи, еще там чего-то, да, вот отмазали кого-то. Прям такое откроется, все получат, сильно получат. Здесь не будет тех, кто смог выйти сухим из воды. Очень многие получат. И еще, когда это все начнет происходить, что-то будет поставлено как на паузу. Ну, допустим, там что-то не будет работать, либо какая-то организация не будет работать, как парализована, да. Но потом, когда это все закончится, вот, самое интересное, когда все это закончится, то не только можно вернуть то, что было, но еще и усилиться. Ну, допустим, да, кто-то нечестным путем занял должность, а вы на эту должность в свое время претендовали, да.
но вас не взяли, потому что вы там денег не занесли, вы не чья-то любовница, вы не чья-то там подружка-кума, ну, в общем, мимо, да, прошли мимо. А теперь, когда эта вся веревочка потянется, и все, кто на этой веревочке, тоже вниз будут падать, то есть, возможно, вы не на ту должность попадете, на которую претендовали, а гораздо выше должность, понимаете? Потому что тех начальников сверху тоже снимут. То же самое, например, вам отказали в какой-то помощи, там, соцпомощь, допустим, ну, как пример, да, вот, но дали тем, кто не нуждается, у кого там прям ресурсов куры не клюют, вот, начнут снимать, начнут перепроверять, и вам даже могут с момента, когда вы там подавались и вам отказали, вот даже с того момента вам помощь выделить, да, как скомпенсировать, ну, потому что вы действительно нуждались. То есть здесь очень интересный разворот событий. И, ну, если вы в такое не верите, вы просто впервые это все на себе испытаете и поймете, что буква закона, она не просто так придумана, да, и законы не просто так придуманы, и есть действительно честные люди, которые свою работу знают, ее выполняют и действуют по закону. А все вот эти мошенники, коррупционеры, взяточники, вот, понимаете, они тоже могут отвечать, как богатые тоже плачут, да, и они будут плакать. Кстати, кто смотрел этот легендарный мексиканский сериал? Ну, что есть, то есть. Тут и радость, и удивление, и шок, тут будет все, понимаете? Тут такие имена будут звучать. Вот даже люди, на которых вы никогда не думали, которые никогда под подозрением не были, и окажется, что и они замешаны. То есть все получат, каждый получит свое, каждый, ну, в рамках своих действий получит, конечно же, но отмазаться никому не получится 100%. А у вас от этого только лишь одни плюшки идут. И на душе как-то радостно, спокойно, да, что справедливость восстановилась. И плюс еще вижу какие-то компенсационные моменты придут. Дальше. Вас очень порадует ваш близкий человек. Смотрите, это может быть супруг либо супруга, это может быть, ну, дети, да, кто-то из детей, это может быть кто-то из других родственников либо друзей. Человек, вернее, не то, что вы порадуетесь за этого человека. У человека какие-то очень хорошие изменения в жизни, у кого-то возможности открываются, кто-то на работу устроился, кто-то, не знаю, там денег много получил, заработал. У кого-то успехи в учебе, у кого-то там в творчестве, да, ну вот разные могут быть ситуации, вы все разные. И вы за человека настолько сильно порадуетесь, больше, чем, наверное, человек сам за себя порадуется. А еще я вижу, что вы, ну вот на радостях, да, за человека, даже какое-то маленькое мероприятие можете устроить. Маленькое, но веселое и шумное. То есть, возможно, там соберутся близкие родственники, либо там подружки соберутся. И здорово так еще отметить, да, еще в памяти останется, как веселье, как, ну, как покутите, да, покушаете вкусно. В общем, какая-то развлекательная программа идет. Дальше, мои хорошие, скидки. Скорее всего, это скидки. Нет, не подарки, это скидки. Что-то вы можете приобрести, то, о чем вы давно мечтали, но не могли себе разрешить, потому что цены кусались, потому что, возможно, у вас, ну, недостаточно было средств, да, и вы должны были выбирать, на что я потрачу. Потрачу сейчас на покупку, либо на эти деньги мы сможем там, ну, до зарплаты дотянуть, там, на еду, допустим. А тут, скорее всего, такая классная цена будет, что вы даже задумываться не станете, вы просто купите, потому что можете себе это позволить. Цена очень хорошая. Вы знаете, что вещь качественная, что вещь, ну, дорогая сама по себе, а тут такие вот скидки. Может быть, какой-то магазин будет закрываться, и это ликвидационные скидки. Может быть, это какая-то сезонная распродажа. Может, еще что-то. Но вижу, что вы покупаете. И вас даже не факт радует, что вы купили, а вот именно, что я могу купить. Вот, да? Такая хорошая, приятная цена, что я куплю, и совесть мучить не будет. Вот как-то так у вас идет. Прям принесете, прижимая к груди свою покупку. Прям любоваться будете. И хвастаться тоже будете. Так, еще. Какой-то человек будет ударствовать. Ага, все поняла.
человек, который в свое время себе что-то лишнее позволял в вашу сторону. Ну, допустим, критиковал, распекал, унижал, самоутверждался, как-то, знаете, оскорблял даже вас. Вот этот человек себе позволил в свое время, а теперь ситуация выглядит так, что вы нужны этому человеку. Но у человека уже все, репутация запятнана. И теперь этот человек не может к вам подойти. Даже если и подойдет, то вы 100% общаться не станете, просто пошлете, на дверь укажете. И этот человек ходит, ударствует, смотрите, заламывает тебе руки и даже будет кого-то просить, чтобы этот человек к вам подошел и замолвил за него, за нее словечко. Ну, нет, вы не будете мстить, конечно, нет, вы не тот человек. Но с другой стороны, вот улыбку такую саркастическую у вас на лице я вижу. Скажете, вот так вот, не плюй, колодец пригодится. А человек прям много раз плюнул. И нет, вы не будете помогать, 100% не будете. А ну-ка, ну простите вы этого человека. Человек вами попользуется, да, а потом опять начнет так себя вести. Нет, если уже учить, то учить до конца, пусть знает. И я вижу, что человек, ну, буквально сам себе не рад, и вижу, что у человека все, выхода нет, да. Вы не помогли, либо вы отвернулись, к вам уже нельзя подойти. И как бы песенка спета. Ничего не поделаешь, да, ударствовать будет. И ударствовать очень сильно. Дальше показано, что с вами кто-то скоро свяжется. Кто-то настолько неожиданный, что вы даже не сразу и поймете, что это за человек такой, да, кто это, будете прям вспоминать, усиленно копаться в своей памяти, стараясь вспомнить, а кто это такой, либо кто это такая. А человек с вами свяжется для того, чтобы вам, ну, либо что-то предложить, либо для того, чтобы с вами как-то повзаимодействовать, и это взаимовыгодно. Вот и вам выгодно, и тому человеку выгодно. И вы так напрягаетесь, думаете, да кто же это, ну как так, да, ну не помню, вообще не помню. И человеку придется, конечно, потратить тут время на то, чтобы, ну, вот, пробудить вашу память, да, когда вы вспомните, скажете, ничего себе. Вообще вы удивитесь, что у этого человека есть ваши контакты, потому что вы, может, и не помните, да, что вы оставляли контакты, а может, человек и не у вас брал контакты, а у кого-то там через десятые руки. То есть вас разыскивали, чтобы взять ваши контакты и потом, чтобы с вами связаться. А предложение действительно крутое. И если вы этим предложением воспользуетесь, то у вас, смотрите, двойная выгода идет. Не одна выгода, а сразу две выгоды. Может, даже сразу вы этого не поймете, да, вторую эту выгоду не увидите, но когда будет процесс запущен, когда дело начнется, тогда вы все и поймете. Еще себе не раз спасибо скажете, что вы согласились, да, что вот эту двойную выгоду вы получили. Так, еще. Ну, вот тут не очень приятный момент, но тем не менее я про него скажу. Человек в вашем окружении удивит вас своим поведением. Поведение такое, знаете, на отвали, да. Ну, вообще мне показывают букву А, букву Л, и еще у кого-то отыграется буква С. Возможно, это имя, да, либо фамилия этого человека. Человек максимально с вами будет холоден, отстранен, и прям, ну вот что не скажи, все не нравится. Вот что вы не скажете, все не понравится. С какой-то прям критикой, да, столкнетесь. И вы не понимаете, что происходит. Даже если у человека плохое настроение, да, то это не повод грубить, это не повод настолько сильно отстраняться и настолько сильно, ну, вот, отворачиваться от вас. А я вам так скажу, у человека, скорее всего, накопилось по поводу вас что-то невысказанное. Человек раз промолчал, два промолчал, тут 10 промолчал. И это уже просто накопилось, и оно выстрелило. Человек не хочет рассказывать о своих претензиях в вашу сторону, но при этом ведет себя вот, ну, как ведет, да. Знаете, да, возможно, вы там дружите 20 лет, и никогда никаких проблем не было. Но иногда такое в отношениях бывает. Мне идет, что этот человек вам все время завидовал. Сначала по-доброму, а потом эта добрая зависть постепенно перешла в злую зависть, в черную зависть. И
Вы скажете, конечно же, чему завидовать, да, человек меня знает, знает, как мне тяжело. Но поверьте, зависть такая коварная, что повод всегда найдется. А тут прям этих поводов очень много было, да, и оно все накопилось. И человек уже транслирует то, что думает о вас. То, что думает на самом деле. Если раньше человек еще мог как-то себя сдерживать, еще мог как-то, знаете, эту дружескую маску надевать, сквозь зубы улыбаться, там, либо как-то общаться, то теперь уже все, полная трансляция зависти пойдет. Стоит ли вам пытаться спасти эти отношения, либо эту дружбу? Ну, не знаю, не знаю. Как по мне, так зависть, она практически не лечится. Нет, она в принципе не лечится. Да? Если человек заразился завистью, то это уже все, считай, конец. Ну, может быть, на какое-то время и могут исправиться ваши отношения, но потом опять прорвет. Понимаете, вот этот гнойный нарыв его опять прорвет. Поэтому, чтобы не было больно и обидно, чтобы избавить себя от этих всех не очень хороших мыслей, рассуждений, видите, что человек холодный, так и отходите от этого человека. Отходите, отдаляйтесь. Пусть это будет какое-то более-менее смягченное, плавное разделение, отдаление, чем в какой-то момент вы просто выругаете этого человека, а человек на вас накричит. Зачем эти ссоры? Вы видите, что человек устал. Хорошо. И плыви, золотая рыбка. Да? Там, конечно, немножко по-другому было, но тем не менее, вы поняли. Вы без этого человека ни в чем не потеряете. Для вас, может быть, ровным счетом практически ничего не изменится. А вот для этого человека там время покажет. Потому что у человека корни в вашу сторону растут. И, скорее всего, вы давали подпитку, вы давали помощь, вы давали поддержку. Вы могли в любой момент поучаствовать, выручить. А теперь все. Все. И человек, грубо говоря, сам спилил сук, на котором сидел. Пусть теперь падает, Господи. У вас еще этих друзей будет целый вагон и маленькая тележка. А у этого человека не факт, что еще такой друг, как вы, найдется, либо такая подруга, как вы. Вы ведь по-настоящему умеете дружить, по-настоящему. И вы для своих друзей и в огонь и в воду пойдете, и последнее из себя снимете, отдадите. Вы такой человек, вы умеете дружить. А тот человек, видно, недооценил. Опять же, зависть могла все сгубить. Зависть. Сильные личности никогда не завидуют, а слабые, они прям очень этому подвержены. То есть невелика потеря, все. Конечно, обидно, конечно, противно, но невелика потеря. Дальше. Очень интересные новости придут о какой-то женщине, которая, скажем так, доминировала, либо занимала какие-то лидирующие позиции. И прям такая, знаете, как незаменимая, что ли. Не знаю, как ее еще назвать. В общем, корону вот такую носила, понимаете, огромнейшую. И так еще 2 руками ее держала, да, чтобы случайно там не сорвали, да, эту корону. Берегла ее. Для нее это было важно, да, важно. Еще что-то имела она из-за своего этого особого статуса и положения. Придут новости про эту женщину. И новости, я вам скажу, очень интересные. Эта женщина, смотрите, вот у нее такое амплуа, да, либо такая роль, что вот она такая умная, она эксперт, она знающая, она суперпрофессионал, просто вот богиня, да, среди нас, простых смертных. А новости придут, что она в такую мошенническую аферу попала, да, что вот обманули, даже вот маленьких детей так нельзя обмануть, они настолько глупые. А вот эта женщина, не знаю, может, действительно звезду поймала, может быть, слишком зазналась, может быть, не знаю, там на лаврах своих расслабилась. То есть ее очень конкретно облапошили, мне идет. И вот такие новости придут. И вы знаете, с одной стороны, она потеряет полностью свою репутацию. Кто к ней пойдет как к эксперту? Да? Какой ты эксперт, если тебя вот как ребенка обманули? Даже детей так нельзя обмануть, дети умнее. А с другой стороны, она ведь все потеряет. Вот все, что у нее там было, все, что она там заработала, накопила, еще что-то, да, она все это теряет. Просто теряет в моменте.
знаете, какая-то голая королева. Ну, может, корону еще свою как-то удержит, да, там в голову уже вдавилась. А сама голая стоит. И даже наготу свою не прикрывает, потому что там прикрывай, не прикрывай, так все видно, да, что ты голая. Вот такие новости. Да, много кто об этом будет говорить. И у вас такое смешанное состояние, но чисто по-человечески вам ее жаль, да, ну потому что, ну серьезно, потерять все, что ты там зарабатывал, имеешь, да, это очень серьезно. Но с другой стороны, блин, ну если бы ты была такой умной, какой себя подавала, то с тобой бы это не случилось, да. То есть, возможно, она там других людей учила, может, она даже за деньги учила, да, а тут такое. Ну, что есть, то есть. Интересная, конечно, картинка. Там, конечно, люди разделятся, кто-то за, кто-то против. Ну, у вас такое более-менее нейтральное мнение, и жалко, и не жалко. И вроде как все понятно, да, что учитель-то был не настоящий, да, либо профессионал-то был не настоящий. Ну, какими-то правдами, неправдами, да, забралась на это теплое место, корону нацепила, может, она с кем-то делилась, да, может, кто-то за деньги ее поддерживал, раскручивал, тоже может быть. Ну, теперь все встает на свои места. И еще, мои хорошие, тут 8, полумесяц, галочка. Я так понимаю, что в начале следующего месяца что-то на работе у вас наконец-таки случится. Галочка. Но галочку обычно когда ставят? Когда что-то сделано, выполнено, да? Вот у вас следующий месяц, начало следующего месяца, потому что здесь как молодой месяц, молодой. И эта 8, она настолько для вас долгожданная, вы так много об этом думали, вы так много над этим работали. Ну, может быть, да, успехи на работе, может быть, какой-то проект закончить, может быть, наоборот, какой-то проект начать. Может быть, не знаю, на работе вам одобрят отпуск в августе, да, как дело сделано, я своего добилась. Может, повышение зарплаты, может, еще что-то, да, ну вот оно именно с 8, с работой связано. И с правой стороны, ну это на благо вам 100%, да, это прям очень будет приятно, очень положительно. Хороший знак. Если сейчас туго на работе, то начало следующего месяца все решится. Все решится, все успокоится. 8 большая, галочка большая, то есть довольны будете от и до. Так, еще близкий вам человек, родственник, любимый человек, родной человек. Смотрите, на этого человека можно положиться, и этот человек вышел из тени. Когда человек держится в тени, значит, ни в чем не участвует, да, просто самоустраняется и как бы взятки гладкие, да. А тут человек вышел из тени, и вы можете облокотиться на этого человека. Облокотиться. Может быть, этот человек начнет вам по дому помогать. Да, время свободное появится, желание появится, человек, там, совесть проснется, да, и начнет по дому помогать. Может быть, этот человек начнет как-то финансово участвовать в выполнении вашего общего семейного либо домашнего бюджета. Может быть, еще что-то. Но это настолько хорошее подспорье, это настолько приятно. У вас, если честно, спина уже затекла, да, и это тяжело все на себе тащить. А теперь вы можете облокотиться и, знаете, как такая дополнительная точка опоры, немножечко как передохнуть, отдохнуть, передохнуть. И это хорошо скажется на вашей жизни и на вашем общем состоянии. Вообще это очень хорошо скажется на ваших отношениях, да, отношения однозначно у вас улучшатся. И даже если вы уже в это не верили, не верите сейчас, поверьте, все будет. Вы еще очень сильно удивитесь и, конечно же, очень этому порадуетесь. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.